эфіры «Свабоды толькі жанчыны», з вами Ганна Соус, і мы абмяркоўваем феномен папулярнасці кандыдаткі на прэзідэнта Святланы Ціханаўскай і яе паплечніцтва в аб'яднаным штабе Марыі Калеснікавай і Веранікі Цапкалы. Разам з філёзафам Вольгай Шпарагай, псіхолагам Вольгай Андрэевай і гендернай эксперткай Ірынай Саламатінай. Добрый дзень, Вольга, Ірына. Добрый день. Вот мы все праз стрыбы мінулы тыдзень назіраем просто неверагодную папулярнасць трох жанчынаў на выбарчых мітынгах у розных гарадах Беларусі. Я скажу, што такой колькасці людзей, такога ўзроўню падтрымкі ў Беларусі цяжка прыгадаць. Чым вы тлумачыце феномен папулярнасці гэтага жаночага тандэму, яго по-рознаму уже называюць? Ірына Саламатіна, калі ласка. Слушайте, знаете, с одной стороны, так как, может быть, я еще занимаюсь аналитикой, я слежу за этими трендами, я хочу напомнить о том, что еще в 2015 году были несколько политических аналитиков и неких политических популистов, которые, например, предлагали выйти из кризиса этой старой оппозиции, ориентируясь на то, что она уже не вдохновляет массы. Да? И например, могу процитировать одного политолога, который фактически предлагал свою жену в качестве альтернативного кандидата, именно для того, чтобы каким-то образом рекрутировать массы. Так? Да. Или, например, еще тут есть один тоже у нас такой популист, который много пишет. Конечно, я сейчас в данном случае его процитирую. То есть он пишет о том, что белорусскому обществу не хватает, знаете, бабы для того, чтобы именно, что называется, подняться, проснуться и активизироваться против нынешнего режима. И, как мы знаем, в 2015 году у нас была уже претендентка, да, на Татьяна Короткевич, но, безусловно, она не собирала такие массы людей, но нужно сказать, что она на самом деле старая оппозиция, то есть старым политикам напомнила основную функцию политика, то есть это общаться с массами. Мне вообще кажется, что Татьяна Короткевич, она стала очень известна именно потому, что она стала объезжать регионы и просто разговаривать с людьми, да, то есть она ничего людям не обещала, но она просто вступила в коммуникацию. И то, что мы видим сейчас, это как раз-таки, знаете, что называется, воплотившаяся идея этих всех популистов. Почему? Потому что идея Николюка была, что если вы выдвинете мою жену в качестве альтернативного кандидата, она соберет 50% протестного электората. И то, что мы видим сейчас, и опять же не будем забывать, что сейчас все-таки кризис в стране, да, сейчас коронавирус, сейчас очень много проблем, власть показала свою неспособность защищать людей. И, конечно, на этом фоне именно объединение, во-первых, таких женщин. Плюс еще, понимаете, для меня очень интересно, вокруг чего эти протестные массы могут консолидироваться. То есть это женщины, которые в открытую говорят о том, что они все это делают ради своих мужчин, ради любви к мужчинам, да, то есть не для себя, то есть они не продвигают какую-то непонятную повестку, да, то есть они говорят от имени того, что несправедливо все, наших мужчин не допустили к выборам, и поэтому мы, в общем-то, сейчас добьемся этой справедливости. И мне все-таки кажется, что такая огромная консолидация масс, она как раз-таки связана с тем, вокруг какой модели женского лидерства сегодня достаточно консервативное общество готово объединиться. Вокруг женщины, которая признается на сцене любви к своему мужу, к своим детям, и говорит, что она временный кандидат, которая как только свергнет режим, что называется, власть отдаст мужу, достойным мужчинам и так далее, и так далее. И для меня это чисто белорусский феномен, потому что я не припомню в новой истории, чтобы женское лидерство ассоциировалось именно с таким гетто-патриархатными такими ценностями, когда женщины говорят о том, что они жертвы, что называется, и готовы ради этой жертвы отказаться от всех своих амбиций только ради того, чтобы расчистить путь своим мужчинам. Дякую, Ірина. Мы гэта абавязкова працягнем. Вольга Андрэева, мы з вами яшчэ да таго, як не пасадзілі Віктара Бабарыку, перадачы толькі жанчыны абмяркоўвалі якраз феномен, чаму вельмі шмат жанчын прыходзяць у кампанію да Віктара Бабарыкі, і вы тады выказалі спачуванне, то у нас такое, што дагэтуль вы не бачыце у гэтай кампаніі жанчыны, якія ідуць у палітыку, жанчын-лідарак, якія вам не падабаюцца, але вы выказалі спадзяванне, што гэта будзе, што гэта з'явіцца з часам, калі жанчыны будуць ісці прафесійна ў палітыку. Цяпер імгненна сітуацыя так мяняецца на нашых вачах. Еще 10 дзён таму мы не могли меркаваць, што такія мітынгі будуць у Беларусі адбывацца. Як вы гэты такі феномен тлумачыце цяпер?
Но я постараюсь его прокомментировать с точки зрения психолога. Я рада, что у нас сегодня такая исключительно сильная команда, и философ, и социолог, гендерный исследователь, и я свою точку зрения с позиции психологии постараюсь высказать. Когда мы говорим о психологии, мы прежде всего говорим о мотивации, о человеческих поступках, о том, как удовлетворяются человеческие потребности. И в данном случае вот эти наши прекрасные 3 женщины, которые объединились и вызывают к себе столько внимания и поддержки, они просто очень точно попали в человеческие потребности, связанные с получением заботы, добротой, да, вот какие-то вещи, которые всегда, вот эта потребность безопасной привязанности, в безопасных отношениях, она для нашего народа белорусского, эта потребность всегда была фрустрирована. То есть мы всегда жили или на войне, или нам угрожали. То есть всегда вот такая лексика была про опасность. Но потребность в безопасности, в безопасных, стабильных отношениях, именно психологически стабильных, да, это основная человеческая потребность. И когда мы видим таких прекрасных женщин, не воительниц по, как бы сказать, по профессии, да, о которых просто ситуация вызвала. Да, вот это, опять-таки, это и они симпатичны и молодому электорату, но они отвечают потребностям и более старшего поколения, потому что они говорят о традиционных ценностях. У нас же любят говорить о традиционных семейных ценностях, и они очень четко этому всему соответствуют. Поэтому они такое большое количество людей объединили, очень разных людей вокруг себя. Именно доброта, забота. Вот если вспомнить ситуацию с коронавирусом в мире и в Европе, в каких странах лучшие результаты по защите населения? Там, где эти страны возглавляются женщинами-лидерами. А Ангела Меркель, я очень внимательно слежу за Германией, ну, исходя из каких-то своих личных обстоятельств, ее рейтинг очень сильно повысился. И когда она выступала, обращаясь к народу, она очень тепло обращалась. Как ее после этого назвали? Мути? Мама. Мама нации, да, мама немецкого народа, мама, даже не мать, а мама, да. То есть люди тоскуют по заботе и по такому отношению. И я думаю, что вот эти образы наших прекрасных женщин, они как раз полностью соответствуют вот этой психологической потребности. Дзякуй вялікі, спадарня Ольга Шпарага, якое ваше тлумачэнне як філосафа гэтага феномену. Ну, я крыху падхаплю рэпліку Ольгі пра маці, так, Александр Лукашенко калісьці сам сябе назваў бацькам, і трэба сказаць, што ў Беларусі насамрэч яго так, ну, можа, на самым пачатку называлі, але вельмі даўно ніхто не называе, толькі за мяжой гэтае слово захавалася. Вот якое ваше тлумачэнне гэтых маці ці, ну, жанчын, гэтага тандэму жаночага? Трио только, да? Трио, три да. женщины. Трио. Ну, уже очень хорошо, и Ирина сказала, и Ольга. Ну, первое, что можно сказать, конечно, изменилось настроение в обществах. Мы видим, что база протеста расширилась, да, мы видим больше социальных групп, их оживления. И мне кажется, что это трио отвечает на вот это оживление. И я вижу, в чем это ответ, ну, адекватный, условно говоря, да, который вызывает отклик. Во-первых, они говорят не об амбициях, все время говорят, да, тут не об амбициях идет речь, да, а о таком служении условно обществу, об общественных интересах. Конечно, это вызывает отклик. Во-вторых, они говорят о насилии, и в этом я вот вижу такую важность гендерного, феминистского измерения, поскольку мы, феминистки, много про это говорим. Понятно, что немножко в другом ключе, но логично слышать здесь о разных формах насилия. В-третьих, это, конечно, тема солидаризации, и сами эти женщины демонстрируют, что они могут солидаризироваться, это тоже вызывает отклик. И четвертое, наверное, то, что не было сказано, это вот эта общественная креативность, которую в большей мере воплощает Мария Колесникова, и она немножко отличается от двух других женщин, она в более активной позиции, да, и вот эта общественная креативность, которая связана с мирным протестом, он может быть поддержан и солидарностью, и новыми технологиями, новыми идеями. Мне кажется, это тоже такой важный посыл, вот, и объединение вот этих, по меньшей мере, да, 4 факторов, мне кажется,
кажется, играет важную роль. И я для себя также отметила значение Татьяны Короткевич, Ирина уже ее вспоминала. НИСЭПИ тогда давала цифры 22%, была у нее поддержка, это не маленькая поддержка. Я, например, очень жалею, что в этом году выдвинулся Андрей Дмитриев, а не Татьяна Короткевич. И мне кажется, что при всех, да, вот этих противоречивой поддержки в обществе Татьяны Короткевич, она уже была провозвестницей того, что женщина может быть политиком, что женщина может занимать, ну, вот такую противоречивую, но все-таки роль лидерки. Вот, и мне кажется, что это какой-то такой новый этап. Я надеюсь, что это новый этап, и формируются сейчас новые образцы женского участия. Ну, тут я вот не соглашаюсь, да, там где-то с Ириной и Ольгой. Я вижу в этом и позитивный потенциал. Я хотела працытаваць Маргарыту Тарайкевіч, феміністку з Бельгіі. Яна напісала на сваёй старонцы ў Фэйсбуку, я працытую, яшчэ Сціхановскай прыкол у тым, што яе вобраз і кампанія выглядае трапна і з патрыархальнай пазіцыі з феміністкай. Ірына, ці вы згодныя, ці вот сапраўды это прадстаўніцы, якія задавальняюць людзей і з патрыархальнымі поглядамі, і прыхільнікаў гендернай роўнасці? Ну, знаете, я не знаю, из чего исходила, как бы вот авторка, да, эта идея. Ну, смотрите, ну, то есть, с одной стороны, вот я тоже с Олей согласна по поводу, да, то есть феминизм – это, в общем-то, про разные формы угнетения. Но давайте посмотрим, собственно говоря, вокруг чего эти женщины объединились. Да, безусловно, такая риторика, знаете, боевых подруг, там, я не знаю, там, солидарности женщин как матерей, я не знаю, там. И для меня, знаете, вот тоже симптоматично, собственно говоря, а как понимается феминизм? Потому что, например, если мы посмотрим вот этот вчерашний текст с Марией, да, где она в открытую говорит о том, что, знаете, все, кто за нас голосует, все феминисты, да, а все, кто против, получается, не феминисты. Знаете, для меня это, конечно, в общем-то, очень сильное высказывание. Почему? Потому что я на самом деле не вижу никакого феминизма в объединении женщин ради мужчин, как я уже сказала, потому что, по большому счету, это поддержка, знаете, такой традиционной ролевой модели, которую, собственно говоря, много-много лет Лукашенко и, ну, в общем-то, наше государство такое транслирует, да, знаете, такой патернализм над женщиной, а с другой стороны, женщины очень важны, потому что президент не просто так говорит, что он не был бы президентом без женщин, да, то есть это тоже есть такое управление, но, опять же, но он говорит, но он подчеркивает, кто главный, да, и получается, что сегодня мы видим, знаете, такую зеркалочку, да, только зеркалочку от оппозиции, которая, по большому счету, не ставит под сомнение как бы тот традиционный порядок, который, в принципе, существует в Беларуси. И в этом смысле, как феминистка, ну, я поднимаю вопрос о том, а где у женщин, у женского объединения, так скажем, у объединения штабов, которое возглавляет непосредственно лица, которые привлекают огромные массы людей, вообще женская повестка. Потому что, по большому счету, они сфокусированы на том, чтобы люди пришли на выборы. И я, опять же, как сознательная гражданка, меня не нужно агитировать, чтобы я пришла, потому что я давно живу в Беларуси, я знаю, что такое электоральные циклы, да, я и так пойду на выборы. Другой вопрос, что как понимается феминизм. И мне все-таки кажется, когда, в общем-то, сейчас, знаете, спорят, я понимаю, что пресса очень хочет, белорусская пресса страшно хочет найти феминизм. И опять же, вот это интервью, где оно было сделано, The Village, да, то есть это франшиза российская, которая была в 2017 году как-то вот, что называется, в Беларуси реализовано. Но я напомню, что у The Village есть еще один проект, который называется Вантезин. И вот главредка, которая брала интервью у Марии, знаете, для меня симптоматично, какие вопросы она ей задавала. Во-первых, она задала вопрос о феминизме, и тут же следующий вопрос был, какие мужчины ей нравятся. Я не припомню, что у мужчины-политика спросили, а какие женщины ему нравятся, да, там, не знаю, там. Поэтому в этом смысле мне все-таки кажется, что это больше о журналистке, которая в 2017 году говорила о том, что нам не нужен местный локальный вандерзин, а именно потому, что вагины и как бы секс, и в принципе оргазм женский, он одинаковый у российских женщин и у белорусских женщин, да, и вдруг на фоне вот того, что мы сейчас обсуждаем, огромной популярности 3 женщин, вдруг главредка The Village решает... Мы не будем феминизме. уваги надаваць тому, какие пытания задавали
выступали. Нет, я просто про то, что как вообще, а что такое феминизм, вот, собственно говоря, для медиа белорусских? Почему почему Ірина, вот ведаеце, феминизм? ёсць словы пра фемінізм, а ёсць справы, ну, напрыклад, вот той, што Валер Цэпкала з дзецьмі паехаў у іншую краіну, зараз імі займаецца, а гэта не зрабіла жанчына, но гэта справа. Да, правильно, но смотрите, в тот же день, когда Вероника Цепкало рассказала о том, что вот, что называется, что есть информация о том, что ее могут лишить родительских прав, знаете, для меня было симптоматично, что в тот же день была небольшая заметка о женщине из Бреста, которая протестует против завода. И, собственно говоря, к ней тоже приходят службы, которые пытаются ее как бы лишить родительских прав именно за ее протестную активистскую позицию. И вот для меня был бы феминизм, если бы эти женщины, они объединились вокруг, в том числе, этой повестки, что женщин-активисток на существующая система социальной защиты, она, в общем-то, спекулирует наличием детей до 18 лет. Или там есть темы домашнего насилия. Вот как бы есть темы, которые касаются непосредственно женщин, да, и вот для меня вот это и есть про феминизм, а не то, что женщины, они объединились вокруг того, чтобы, что называется, свергнуть диктатуру и уступить место новым достойным кандидатам-мужчинам. Давайте будем сачыць за іх кампаніяй. Мы бачым, што з кожным днём з'яўляюцца новыя тэзісы ў іхніх выступаў, калі вот гучыць беларуская мова, якая не гучала на пачатку, а іх, ну, яны прыслухоўваюцца, і ёсць людзі ў іхняй камандзе, якія даюць парады, што яны і нашу перадачу паслухаюць, і таксама неяк скарэктуюць свае заявы. Вольга Андреева, калі ласка, што вы мяркуеце? Ну, я, во-первых, не очень опасаюсь вот, того, что мало звучит слово «феминизм». Я сама на протяжении многих лет продвигаю это слово в своих интервью, чтобы люди хотя бы перестали бояться на бытовом уровне слова «феминизм». Оно не ругательное, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что в любом тоталитарном, авторитарном государстве мы можем говорить о том, что мужчины тоже являются жертвами насилия со стороны этого государства. И в данной ситуации были ведь такие так называемые не только женские исследования, мужские исследования, которые говорили о том, что мужчина тоже жертва насилия. В нашей стране мужчины тоже жертвы насилия со стороны государства. Очень жесткого. То есть мы в одной лодке. И в этой ситуации наша задача объединиться, а не противопоставлять. Потому что, изучая историю феминизма, я сталкивалась часто с тем, что у звезд феминизма, у классиков феминизма, у многих были вполне благополучные браки. И наша задача не бороться у нас сыновья у многих феминисток, да? То есть мы с мужчинами в одной лодке. Мы должны просто эти идеи феминизма сделать такими общими и вообще бороться за достоинство и женщин, и мужчин. Я думаю, что на данном этапе мы не будем противопоставлять мужчин и женщин, и вот это, так сказать, гендерное осознание продвигать и среди мужского населения, и среди женского. Но то, что происходит сейчас, мне кажется, это прагматически правильная точка входа. То есть этот способ, мы говорим о наших мужчинах, да, но они не наши враги, мы их просто любим. И мы не то чтобы жертвуем, мы просто, ну, как во время войны, ну, встали как полноценные люди, женщины, встали участвовать в политической борьбе. То есть это очень может быть такой, ну, красивый, с традиционной такой позиции вход в эту тему, да, женщина и власть. Они ведь напрямую о власти не говорят, да, для них не власть сама цель, а для них цель — это изменить условия жизни народа, вернуть людям достоинство, вернуть людям права, вне зависимости от гендера. Мне кажется, что как бы утилитарно это такой правильный путь, а дальше мы будем эти наши идеи развивать и продвигать. Коли ласка, Ольга Шпарага. Ну, мне опять, конечно, хочется с Ириной соглашаться, потому что, конечно, хочется, чтобы феминистская гендерная повестка звучала, да, отчетливо звучала, чтобы там в программе она присутствовала, хотя бы упоминалось, что и гендерное равенство мы тоже будем отстаивать. Но возможно, мы требуем слишком многого, да, и в данный момент. Но все равно, мне кажется, мы не можем этого не требовать. Если это наши ценности, интересы, я сейчас где только можно пишу, когда высказываются кто-то из журналистов, коллежанок, коллег, что вот женщины принесли себя в жертву, я пишу, ну они же еще и субъекты, они и свои права
хорошо, чтобы они отстаивали. Не забывайте про то, что есть и их, и наши интересы, да. Вот. Но сейчас хочу сказать о том, что все-таки само их присутствие на этой вот авансцене перемен, как вчера сказал литовский политолог Юрконис, Витис Юрконис, что вот это их появление на сцене перемен белорусской – это глоток воздуха и для стран Евросоюза, где очень мало женщин в политике. Да? И все-таки, в отличие, например, от Ермошиной, которую назначил Лукашенко, да, эти женщины никем не назначены, да, они сами, ну, как бы рискуя, и мы видим, что тут есть ставки, конечно, в этой игре, я не знаю, чем это все завершится, выходят на эту авансцену, и мы видим, что все-таки, ну, у них немножко разные голоса, и Колесникова Мария в большей степени говорит про «мы», да, что мы все вместе с этим справимся, да, и она, вот, я также читала ее интервью на The Village, она говорит, что для меня важно вот этим empowerment'ом в отношении других женщин заниматься, и раньше я занималась, и она, кстати, не говорит, что вот категорично я уйду из сферы политики, да, ну, то есть она говорит, что ее это заразило, она видит, насколько это важно и увлекательно, вот, и мне кажется, что этот вот импульс, эти новые образы, новые стратегии и вот эта новая позиция женщин очень важна. И, ну, я бы говорила и в каком-то феминистическом смысле важна в борьбе за наши ценности. Ну, а уже от того, как мы будем вместе обсуждать, я надеюсь, да, и вот сейчас обсуждаем, надеюсь, что это будет проявляться в том, что феминистская повестка будет проявляться более отчетливо, да, вот привычная, да, когда речь идет о гендерном равенстве, о женщине как субъекте, о помощи женщинам, эмпауэрменте женщинам, да, и проблемах женщин. Ольга Шпарага, ну, Ганна Канапацкая у своих промовах про гэта гаварыла, але яе ацэнка яе кампаніі зусім іншая. Як бы вы гэта патлумачылі? Ну вот да. Все слушные слова ёсць, то гэтых жанчын нема, а падтрымка людей абсолютно розная. Но дело в том, что такое впечатление, что Анна Конопадская, вся ее кампания построена на самодискредитации, да, начиная с ее заявления Бабарика, когда она выступила просто на стороне Лукашенко, и завершая ее видео, где она, немножко такой клоунадой занимается, да, и, в общем, эта самодискредитация касается всего, все ее тезисы о том, кто ее поддерживает, о тех ценностях, которые она транслирует. Все это очень сложно воспринимать в серьезном ключе, и ну вот я бы вот с этим термином самодискредитации и гендерной повестки тоже обозначила это. Ну это всего, да, вот все, что, о чем она говорит, попадает в такую корзину мусорную, да, она выкидывает и свой собственный имидж. И свою працу в парламенте, якая была и позитивною у многим. Да. Ну, я вот зараз, мы уже пачалі про гэта гаварыць, про тое, што будзе далей. Ці жанчыны заявляюць, што ў іх няма палітычных амбіцый, што яны у выпадку пераменаў, калі гэта атрымаецца, абвесцяць новыя справядлівыя выбары, у якіх будуць удзельнічаць кандыдаты, якіх не дапусцілі, ну і все тыя моцныя кандыдаты, якія захочуць. Ці гэта сапраўды так слушна ім сысці? Ці не ёсць гэта ўжо здрадай тым людзям, якія на мітынгах вот так скандуюць Света, Вераніка, Марыя? Ну, яны набіраюць досведу, яны карэктуюць свае выступы, яны ўлічваюць патрэбы розных групаў людзей і становяцца рэальнымі публічнымі фігурамі, грамадскімі дзеячамі, палітыкамі, можа, самі не ўсвядомілі, можа, гэта неправільна сысці. Я шмат уже читаю таких рэакцый у Фейсбуку. Ірына, як вы мяркуеце? Ну, знаете, вот опять же, вот смотрите, здесь, мне кажется, то, что мы обсуждаем, это действительно есть определенный феномен, да, потому что, опять же, вернемся к Конопадской, да, то есть она давно уже в политике. И я уже говорила о том, что в 2016 году у нее не прослеживалась никакая гендерная повестка. Вы понимаете, как бы, мне все-таки кажется, что здесь нужно анализировать не только пол политика, да, а и в целом его последовательность или ее последовательность, и вообще в целом ценности, потому что я вчера специально прочитала ее программу, там ничего нет про гендерное равенство, там есть такая фраза о том, что она тоже мать, и о том, что она женщина, и поэтому она знает, как нужно менять в том числе экономику. Понимаете, вот скажем, месяц назад Анна дала большое интервью, рассказала, что она как политик будет бороться с проблемой дискриминации женщин на рынке труда. А когда я почитала ее программу, которая очень напоминает
вспоминаю тезисы партии БНФ, это, скорее всего, понимаете, даже не ее программа, а некие такие политические, скажем, союзы, да, потому что у нее есть представители БНФ в компании, и вот это, понимаете, то есть на такие явления женщин в белорусской политике нужно смотреть очень внимательно. Собственно говоря, что кроме пола она еще продвигает, да, и поэтому в этом смысле, да, это замечательно, то есть я тоже очень воодушевлена, то есть и я ни в коем случае не хочу противопоставить женщинам и мужчинам, но единственное, что мне все-таки кажется, что надо очень более глубоко смотреть на то есть даже не на точку входа, да, потому что меня тоже очень немножко смущает, что у нас вроде как на дворе там, я все понимаю, то есть я в данном случае не про последнюю диктатуру Европы, тоталитарный режим, я в данном случае про то, что, понимаете, мы сейчас даже в 2020 году до сих пор говорим о том, что женщине нужна такая, знаете, точка входа очень такая гетеропатриархатная для того, чтобы в целом в политику как бы попасть, да, и в этом смысле, конечно, мне все-таки кажется, что в этом есть очень такая уникальная ситуация Белоруссии, и опять же, ну, я, например, как очень давно занимающийся, например, гендерной повесткой, я понимаю, что, вот, знаете, опасности, когда женщины тоже говорят, что давайте мы вот сейчас режим как бы победим, а потом будем заниматься социальными проблемами. Потому что, понимаете, я давно живу в Беларуси, я прекрасно помню попытки Нины Стужинской договориться на очередной как бы парламентской кампании с кандидатами, то есть она их всех собрала в гостинице, рассказала о проблеме рака молочной железы, попросила, всем раздала пресс-релизы и попросила хоть кого-нибудь из этих кандидатов мужчин, ну, как бы при общение с народом озвучить проблему рака молочной железы. И знаете, я там сидела и слышала, как мужчины говорили: слушайте, давайте мы сначала режим победим, а потом будем заниматься вашими социальными проблемами. Сегодня я то же самое слышу от коалиции штабов, что самое главное сфокусироваться на том, что мы должны победить, что называется, вот несправедливость, тоталитарный режим, обеспечить людям как бы выборы, а потом за все хорошее. Но я это уже вижу, извините, давно. И поэтому в этом смысле я думаю о том, что будет дальше. То есть, безусловно, еще раз, меня тоже эти женщины бесконечно вдохновляют. Я очень хорошо понимаю, на какие риски идут они, с какими последствиями. И опять же, я не разделяю вчерашний заголовок по поводу того, что нас закатают в асфальт, потому что в этом смысле мужчины от женщин ничем не отличаются. То есть любая женщина в политике подвергается теми же самыми репрессивными методами нынешней властью. Поэтому мне все-таки кажется, нужно быть очень осторожными, когда мы манипулируем. Да? Вот сегодня я вот как бы такая женщина, все во имя мужчины, а завтра, то есть не нужно этим манипулировать, потому что это на самом деле очень опасно. И потом, в общем-то, ну, отсюда, и, знаете, такая боязнь феминизма, что никто не понимает, а с чем он связан. Потому что феминизм — это очень конкретное явление, которое было, в общем-то, которое возникло как течение именно потому, что когда женщины массово стали бороться за свои права, даже либеральный феминизм, либеральные феминистки конкурируют с женщинами, они не уступают им места, да. То есть и в этом смысле, поэтому нужно очень внимательно смотреть на то, что происходит. Ольга Андреева, вы уже сказали про тое, што ну насамрэч тут зараз многа што можна адкінуць, галоўнае, каб вот аб'яднацца і разам ісці да этой мэты. Вот калі гэтыя жанчыны прыйдуць да той мэты, якую вельмі многія беларусы хочуць і сыйдуць, ну вот, ці можа яны вырашуць не сыходзіць, ці можа яны все ж захочуць застацца ў палітыцы. Я готова, если бы была необходимость даже лично их как-то поддерживать. И я думаю, что мы сейчас должны их поддержать в их движении, с тем, чтобы они не отказывались, не уходили, даже если что-то не получится или получится, в любом случае, чтобы они остались в политике. Я всегда, если вы помните, говорю о том, что нам в Беларуси нужно девушек звать в политику, надо растить женщин-политиков. То есть нам надо много женщин в политике, в гражданской, социальной активности много женщин. Не только там где-то в какой-то, там, кому-то помочь в какой-то такой важной, ценной, но локальной акции. Вот они, может быть, разбудят следующее поколение женщин. И, ну, я думаю, что было бы правильно поддерживать их в том, чтобы они не уходили. Вот. Я думаю, что вот у них есть вот это движение, становится все больше и больше в них уверенности. Но я думаю, что надо всячески их поддерживать в том, чтобы они продолжали свою политическую активность, становились все более уверенными, более подготовленными, включая и философию, социологию, там, мировоззренческие какие-то вещи, и психологию, понимание мотивов людей.
политической борьбе. Ну, я бы их поддержала в этом. И, возможно, мы от них этого и ждем. Ольга Шпарага, что вы думаете? Так само, ці не мяркуеце вы, што Александр Лукашенко сваімі бясконцымі заявамі пра тое, што жанчына ні барака не зможа, не вытрымае гэта. Вот, ну, вот ён і справакаваў такі пратэст, такі актыўны ўдзел, калі столькі жанчынаў выказаліся ўжо, і вось, ну просто не... Каб гэтага не было, такога наўмыснага падкрэслівання, наўмыснага вот, як бы, указвання жанчыны яе нібыта ролі, вот, і не было б такога всплёску актыўнасці, такога всплёску і падтрымкі гэтых жанчын. Не знаю, я бы тут вот в этих высказываниях не переоценивала Лукашенко, он до этого все время нас провоцировал, сколько мы ему отвечали. Скорее то, что оказались мужчины, политики, кандидаты посаженные, это был такой импульс, что ну, как бы нужна была какая-то замена, альтернатива, и вот женщины стали, лидерками. То есть я вот такую тут связь вижу. Вот. Не знаю, как тут дальше. Як ви мяркуеце, ці застануцца яны ў палітыцы, ці стануць яны актыўнымі фігурамі? Вось мы назіралі многіх жанчын, калі іх мужы сядзелі, напрыклад, жонка Андрэя Клімава ў свой час была гады 2-3, пакуль ён быў за кратамі, вельмі актыўная, так? Но потым яна сышла, калі яе муж вярнуўся на свабоду. Марына Адамович, яна працягвае заставацца актыўнай, але таксама в пэўным сэнсе была звязана яе палітычная актыўнасць з лёсам мужа Міколы Статкевіча. Вось як з гэтымі жанчынамі, калі ўсё парадку будзе з Валером Цапкалам, з Сергеем Тихановскім, калі вернецца, ну тут ён Бабарыка, это як бы чалавек, у камандзе якога працуе Марыя Калеснікава, але тым не менш ён таксама для яе вялікі аўтарытэт, калі будзе на свабодзе Віктор Бабарыка, калі тое, што ён хацеў зрабіць, пачне ажыццяўляцца. Ці яны адыдуць у бок? Мне очень понравилась идея Ольги, что как-то нужно и хочется поддерживать этих женщин, и как-то еще только когда эта волна началась, заговорили о женском движении, возникновении его, усилении его, То есть если бы это дало импульс к вот этому усилению женскому движению в Беларуси, было бы здорово. Но, конечно, оставаться ли в политике – это право и выбор женщины. Они субъекты тоже в этом смысле, что независимо от того, чего мы хотим и требуем, это их решение. Вот, и я вижу, что у них тоже там разные взгляды, разные решения. И мне более важным кажется, что они уже там эти образцы новые показали. И мне кажется, что каких-то женщин вдохновили. И, может быть, наша солидаризация и наша женщин друг с другом, и мужчин с нами сыграла бы роль для того, чтобы новые женщины выдвигались. И на самом деле мы знаем, что в нашей среде много активных женщин с активистским опытом, с работой в разных сферах. И им действительно не хватает вот этого вот empowerment для того, чтобы и веры в себя, и солидаризации для того, чтобы заниматься политикой в разных сферах или даже быть лидерками на самом высоком уровне. То есть я надеюсь, что вот этот вот импульс будет импульс, и я считаю, что более важное – это импульс для лидерок. Вот. У дадзеным выпадку, бачите, импульс які быў. Я сачыла, за тым, што гаварылі все кандыдаты ў часе гэтай выбарчай кампаніі, і калі Валер Цапкала даваў розныя інтэрв'ю, ён вельмі шмат гаварыў і пра роўнасць, і пра гендерную роўнасць. Вельмі добрыя словы ў яго былі, але на ўсіх выбарчых мітынгах ён выступаў, а жонка збоку стаяла. І мы яе пачулі, вось толькі калі здарылася бяда. І пачулі, што яна гаворыць, то гэта маё меркаванне, значна больш нечым лепш, чым ён, чым муж, і што калі б яна выступала на мітынгах, магчыма, магла быць іншая рэакцыя на ягоных перадвыбарчых мітынгах. Но тое самае, калі Сергей Тихановскі, эти чэргі бясконцыя стаялі падпісацца за Святлану, так? Все мои люди пытались, а калі Святлана прыйдзе? Прыйдзе. І прыйшла яна толькі з'явілася, калі Сергей трапіў за крат, і яна вельмі асцярожна да гэтага ставілася, хвалявалася, баялася, але зараз яна бліскуча выступае, з кожным днём все больш і больш упэўнена. У Марыя Калеснікова мы все падкрэслілі, што гэта крыху іншы выпадак, але таксама не яна была галоўнай асобай у штабе Бабарыкі, і яна стала яркай фігурай менавіта тады, калі здарылася бяда. Так, Ірына, як вы мяркуеце, вот у дадзеным выпадку тут ці не нейкая недапрацоўка, хаця ў выпадку зняволеных мужчын мы не можам гэта гаварыць, але тым не менш была нейкая недаацэненасць гэтых жанчын. І проста, каб не гэтая бяда, яны маглі бы не з'явіцца цяпер.
Не, ну, знаете, я тоже хочу напомнить, что вот, например, если я вот внимательно следила за компанией Татьяны Короткевич, потому что была очень большая разница, когда там вот вообще, когда женщина появилась, да, там почти 15 лет было до этого. И, знаете, тогда Дмитриев тоже постоянно за нее говорил. То есть это тоже, знаете, это не то, что непродуманность, это скорее нечувствительность, да, и опять же, что касается Вероники Цепкало, она действительно, знаете, такой, наверное, самый интересный, в общем-то, такой, не знаю, такая героиня, да, которая на самом деле она тоже в открытую сказала, что мы объединились, то есть, что как она сказала? Она сказала, что команда ее супруга решила присоединиться вот к Светлане Тихановской именно потому, что, в общем-то, мы видим, что убирают мужчин, да, самых достойных кандидатов, и что мы решили объединиться именно потому, чтобы проявить эту женскую солидарность. И опять же, она первая сказала, что власть боится женщину, а именно Светлану, и поэтому мы должны ее поддержать как мать и как жену. И знаете, в этом смысле я даже не уверена, ну, то есть, во всяком случае, мне очень импонирует, что озвучил это не ее супруг, а озвучила это она, да, и в этом смысле это как раз-таки есть та интенция, когда жена, молчаливая жена сильного кандидата вдруг начинает проявлять солидарность в ситуации крайней несправедливости, да, потому что, конечно, Светлана Тихановская была поставлена в ужасную ситуацию, и то, что вообще была вообще, знаете, такая опция. Да, Мария говорит, что момент был продуманный, что если вдруг всех убирают, что можно соединиться. Но, знаете, здесь очень много контекстуального. И в этом объединении, знаете, есть очень много симпатичного. Потому что, когда, скажем, на первом этапе, когда, в общем-то, Ольга Ковалькова и, например, та же Конопатская, они тоже в какой-то момент обсуждали момент объединения. Мне очень понравилось, как они друг друга поддерживали, например, в интервью на радио «Свобода», когда журналист просто пытался их расколоть. Они очень консолидированно выступали, да, что женщины между собой могут договориться. И именно Цепкало, или там все они сказали, что они в принципе, в отличие от мужчин, договорились за 15 минут. И это на самом деле замечательно. Это отличный пример, когда, наоборот, говорят, вот, женщины там ни на что не способны в политике. Нет, женщины способны. Просто нужно как бы понимать, что есть еще следующий шаг, да, потому что политика – это, в общем-то, ну, не просто такое объединение на 15 минут для решения каких-то очень простых задач. Да. Политика – это когда нужно нести ответственность уже после того, когда столько людей согласны тебя поддержать. Нужно этим людям предлагать очень понятную политику, да, потому что, опять же, есть очень много вопросов со стороны юристов, да, что дальше, как можно будет сделать перевыборы, если закон существующий сегодня это, в принципе, не очень-то и позволяет, да. Но это следующие шаги, поэтому в этом смысле, в этой кампании, это очень интересная кампания, это очень яркие женщины. Я тоже тут солидарна с Ольгой, что, конечно, мне все-таки кажется, что теперь уже с каждой парламентской, президентской кампании все больше и больше женщин, и что эта тенденция будет дальше продолжаться, и что больше и больше женщин пойдут в политику. И, конечно, модельный образец здесь есть, то есть, и это, в общем-то, очень симпатично. Другой вопрос, что, да, нужно думать о том, какая реальная программа, то, что вы дальше предлагаете, именно как политики. Вы згадали про Ольгу Ковалькову, сапраўды яны нават один штаб мелі на некаторым этапе выбарчай кампаніі. З Ганнай Канапацкай цяпер Ольга Ковалькова каардынатар у аб'яднаным штабе. Яна выступае таксама, але не ўтрох, яна не разам на сцэне з 3 женщинамі знаходзіцца, выступае пазней, выступае пераважна па-беларуску. Ольга Андрэева, выбаркуеце, як выбаркуеце магчымае яе далучэнне і на не на такіх не на других, не на третьих ролях до этой кампании, бо она так само была претенденткой у кандидата. Да, но она так получилось, что она не вышла базово вот в эту группу из 3 женщин, и я думаю, что она действительно может принести много пользы на том месте, которое она выбрала сейчас для себя, и я думаю, что она как профессиональный политик будет развиваться, и мы будем о ней слышать, мы будем ее слышать, мы будем ее видеть. Я думаю, что то, что ее присоединение к этому объединенному штабу, это тоже совершенно замечательный пример. К сожалению, просто она не звучит. Вот я даже сейчас просто так вот неожиданно узнала, что она к этому штабу присоединилась. Но то есть массово это не звучит. Но это тоже было бы очень ценной информацией, что такая женщина-политик присоединилась к объединенному штабу.
Вот, поэтому я думаю, что это просто должно прозвучать. Ну, я ведаю, мы нават з ёй дамаўляліся на інтэрв'ю з Вольгай, і яно неўзабаве будзе запісанае, і яна просто кожную хвіліну цяпер у гэтай камандзе, яна фізычна не мае часу, бо яна вельмі шмат дапамагае і ў самой камандзе, і во Я всех думаю, этих что это поездках. была бы очень ценная информация, если бы это прозвучало, допустим, ваше радио об этом сказало, потому что это еще один, как сказать, боец в этом славном отряде. И это даже для избирателей было бы очень ценно. То есть это действительно очень важно, то, что она туда пришла, в отличие от Конопадской. Дякую, Вольга Андреева и Ольга Шпарага. У нас уже завершается эфирный час. Вам слово на подсумование и на перспективу. Компания развивается. Прогнозы давать, я ведаю, тяжко, Альга, тем не меньше. Мне? Как-то, мне кажется, уже все так хорошо сказали. Я тоже сказала о том, что я надеюсь, что это будет женщин, что это будет для них, да, не знаю, побуждением, да, даст им как-то силу, уверенности в себе. Я это вижу сейчас и сама чувствую, между прочим. То, как я стала высказываться, критиковать, например, то, что на митинге выступлении Светланы Тихановской и штаба в Минске журналисты использовали слово «девушка», «девушки», да, я как-то в Фейсбуке стала это обсуждать. Не знаю, я раньше, может быть, не написала бы так, зная, какую волну это вызовет, да, среди журналистов, но я вот чувствую, да, эти силы, и мне кажется, что это очень важно, что женщины чувствуют эту силу, и я поддерживаю Ирину и Ольгу в том, что очень важно, чтобы все-таки каким-то образом, да, вопросы, которые напрямую связаны с гендерной повесткой, звучали, да, и проблемы насилия в семье, и неравенство в оплате труда мужчин и женщин. Ну, в целом, весь спектр вопросов, связанных с гендерным насилием, гендерного равенства. Вот, такое большое пожелание, может быть, и сейчас к женщинам, нашим лидеркам, чтобы как-то где-то прозвучали, да, не только проблема, не знаю, вообще врачей, которые, вот я слышу, да, там, ситуация пандемии, в какое положение врачей поставила, да, что у нас происходит с занятостью сейчас людей, как меняется рынок труда, про это они говорят, да, но хотелось бы и специально про положение женщин и проблемы женщин тоже услышать. Я спадзяюся, што яны пагодзяцца стаць госцямі перадачы «Толькі жанчыны» і якраз вось адказаць на гэты спектр пытанняў і больш дэтальна распавесці аўдыторыі, як яны бачаць усе гэтай праблемы. Дзякуй вялікі, філосаф Ольга Шпарага, псіхолог Ольга Андреева і гендерная экспертка Ірына Саламаціна. Сёння былі ў перадачы «Толькі жанчыны». Дзякуй вам вялікі. Дзякуй вам. Дякую. Ганна, до побачення.